мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. На площади Победы в одном из дворов растут большие деревья. Посадил их 47 лет назад очень хороший, талантливый и очень добрый человек. Сейчас деревья спят, но скоро распустятся почки, зашелестят зеленые ветки на ветру, запоют свою тихую песню, неслышную в какофонии городского шума. Войдем в этот двор, этот дом, квартиру на 2-м этаже, куда придут люди, которые помнят и знают, кто посадил эти деревья. И всякий раз, проходя мимо, тихо произносят: «Здравствуй, Галина Климентьевна». Я помню, когда родилась моя первая дочка, она меня даже не то что не подпускала, то есть всю ночь она сидела над ней. Она у нее лежала на подушечке, всю ночь горела лампа возле нее, и мама всегда где-то пристраивалась около нее и всю ночь ее караулила, чтобы, не дай бог, с ней не случилось. И под утро только она уже стучалась к нам с мужем в комнату, чтобы я ее покормила, тут же забирала обратно. И точно такое же отношение было и к сыну, когда родился сын. А когда моя родилась последняя, Агатка, и мама пришла к нам в роддом, я не помню, чтобы она ходила в церковь, вот, но человеком она была верующим. И впервые я от нее такое услышала. Она подошла к окошку, я выглянула, показала ей свою самую маленькую доченьку, и она подняла голову и сказала, говорит: «Я вас, говорит, дорогие, благословляю». И я сразу поняла, что у меня будет еще одна Агатка, и другого имени я даже и не могла придумать. Я знала, что это будет Агата, Агафья. Месяц был моей Агатки, когда мама не стала, но Агата до сих пор ее ощущает, как будто бы ее присутствие постоянно рядом с собой. Потому что настолько у нее была сильная энергетика, вот поверьте, даже я чувствую, что остались вот эти вот флюиды, остались какие-то биотоки, вот этот космос, который нас связывает, я это ощущаю на себе, я ощущаю на детях своих. Она, когда была совсем маленькая, бабушку показывают по телевизору, она ей все время махала ручкой. И говорила: «Бабушка, бабушка». Потом поворачивается ко мне, говорит: «Ну почему со мной бабушка никогда не разговаривает?» И всем рассказывала, что бабушка у нее живет в деревне, что у бабушки есть курочки. Вот, и почему-то мы к этой бабушке все время не едем. Вот. Ну, уже постарше, конечно, она стала все понимать прекрасно, но ощущение, что бабушка наша здесь, где-то рядом с нами, оно никогда не проходит. Семейный альбом, он есть в каждом доме. Здесь все и все. Здесь близкие, родные, друзья. Здесь детство, юность, молодость, вся жизнь. Агафья Чехович, для близких и родных Агата, а для нас с вами Галина Климентьевна Макарова, народная артистка СССР. Она родилась в Старобине в семье царского офицера.
Клементия Чеховича. Кстати, это обстоятельство очень долго не самым лучшим образом влияло на ее жизнь и творческую карьеру. Мать из простых, в семье было 6 детей. В 16 лет уехала в Минск, прислуживала у богатых людей, работала санитаркой в больнице и заболела. Заболела театром. 3 года посещала студию БДТ-1. Сейчас это Купаловский театр. Вышла замуж за красавца военного Ивана Макарова, но жизнь не сложилась. Не смогла простить того, чего простить не могла – измены. От первого брака сын Эдуард. Потом война, эвакуация, голод, холод, лишение. Натерпелась всего, как все. После войны вернулась в Минск, в свою мечту, в свой театр. И уже навсегда, до конца. Вышла замуж за актера театра Павла Пекура. Родилась дочь Татьяна. И театр, театр, театр. Как все просто. Несколько фраз, несколько строчек, и вся жизнь. Ну, тупай, тупай. Ты же меня почерпи. Франция. О великих очень тяжело говорить. Я действительно говорю, что по-настоящему о великих людях. Я противник всевозможного рода званий, регалий, которые есть. Ну, все это как бы пустое, наносное. Но вот есть люди по-настоящему народные. Не по званию. Вот Галина Клементьевна, мне кажется, она вот была по-настоящему народной, потому что вот фильмы смотришь спектакли, играю в узбекском фильме, ну, один к одному узбечка, единственный акцент выдает белорусский, никуда от него не денешься. Но мне кажется, что народность еще и в другом сказывается, в отношениях к людям, простым людям, которые есть. Потому что когда можно было встретить Галину Клементьевну на улице, в подземном переходе на Круглой площади, так, то это была, действительно шла какая-то женщина шла в возрасте, пожилая, которых много. И даже мало кто мог предположить, что это по-настоящему народная СССР. У меня до сих пор на даче есть цветы ее, которые она раздавала всем, вот каждому, кто вот любит, знает и дает. И до сих пор, когда они цветут, я говорю, вот, Клементьевна привет посылает. Это так приятно. Или, скажем, когда я прохожу, вот стою на остановке на той же Круглой площади, я по стоянке Круглой говорю, не Площадь Победы, так, и в ожидании автобуса домой, мне приятно знать, что вот много из тех деревьев, которые растут, вот, опять же, это вот Клементьевна посадила, вот, великая актриса и народная. Награды вручает чемпионка Белоруссии по мотокроссу 1939 года, народная артистка СССР Галина Макарова. Она не могла жить спокойной, размеренной жизнью и нести себя, свои звания, награды как драгоценности всем своим видом, как другие говорить окружающим. Я актриса, я народная. Собственные эмоции, энергия, темперамент захлестывали ее. Стрельба, конный спорт. Она была чемпионкой Беларуси по мотокроссу. Стиль жизни диктовал характер и ее энергия. А характер у нее был непростой, властный, под горячую руку не попадайся. Но отходчивой была. Если была не права, не сдержана, очень жалела, переживала. Зато умела простить обиды сразу, прижать к сердцу, отогреть. Что? Староста я вам, не староста? Ах, ты твою такую распротакую. Надей-ка вон там под лавкой тягнет. Неси-ка сюда, его нет, ходи сюда. Ходи сюда, Люба, я тебе зараз почастую. Полиночка, ты свою силу не выхваляй, а то... Что а то? Сами сунь голову поміж ног. Ну, я тобі покажу начальство. Полина, не вздумай, грех будет, Поля. Да я ж тебе добром скажу, надейся. Дайся. Старостам кажешь. Ой, пане староста, во. Пане староста.
яму гэтыя штаны в адне. А то цяг не прилипае. Самы першы момант, калі перакрыжаваліся творчасць моя і Галіны Клементьевны, гэта было «Порог», здаецца, 83 год, ну давно, «Порог», і яна там іграла маці. Вось менавіта вобраз маці, жанчыны, гэта самае галоўнае, што неяк яе выдзяляла з астатніх выдатных актрыс. Можа, нават не амплуа яе было, а сутнасць. Вось зірніце на яе партрэт, і вы ўсё зразумееце, што першае, гэта не партрэт, а актрыс. Пры тым, што яна геніяльная была актрыса. Это партрэт маці, жанчыны, глыбокай, сапраўднай. І потым, дзе б яна не з'яўлялася, нават калі ў эпізодзе, вы ж памятаеце, канешне, фільм «Белыя росы», яна там, гэтай маці Веркі, яна з'яўляецца там на балконе, і чаго? Там, Фядос завёць. Фядос завёць, Верка сказала, буркнула нешта і пайшла. І вось вы разумееце, я гатовы пра гэтую жанчыну, якая больш там і не з'яўляецца, толькі ў масоўцы. Я гатовы з адной рэплікі расказаць, як яна жыла з мужам, як яна дастае сваю Верку, што яна да гэтага часу не змагла замуж выйсці, як яна самагонку робіць. Я магу ўсе дэталі расказаць. Вось гэта нейкі цуд адбываецца, калі сапраўдная, глыбінная асоба выказвае вобраз. Прайшоў час, я не уяўляю яе, пайшоўшы. Яна тут недзе. Кіно, асабліва кіно, тэатр, конечно, не, это тэатр, жывое мастацтва. А кіно, яно фіксуе і не дае чалавеку, тым больш таленавітаму, памерці. Яна жывая. Мы вось прыйшлі, каб проста яе ўспомніць, нейкія рэчы з жыцця, паўспамінаць, пагаварыць. І сапраўды самае галоўнае, што можа і ў віртуальным свеце, але Галіна Клементьевна Макарова тут. Яна разам з намі. Она любила дождь. Когда он начинался, она подходила к окну, широко раскрывала его, закуривала свой любимый беломор и вглядывалась в пелену дождя. Ей казалось, что когда идет дождь, то все, кого она любит, не уйдут в непогодь из дома. Они будут с ней рядом. Она любила детей своих и чужих. Дважды хотела удочерить девочек. Не судьба. И любила она своих детей, родных и близких, сильно, широко, так, как и жила, потому что по-другому любить и жить не умела, не могла. Я з вялікім хваляваннем пераступіла парог гэтай утульнай кватэры, таму што калісьці ў маладыя гады яна была маім прыстанкам, добрым прыстанкам у гэтых цудоўных людзей Галіны Клементьевны і Павла Алексеевича Пекура. Яны запрасілі мяне пажыць у сябе, таму што мне такі быў час, што не было дзе жыць. І вось вы бачыце, яна вельмі невялікая, гэта кватэра, такія маленькія пакоі. Аднак, не гледзячы на гэта, знайшлося месца і мне. Я вось гляджу ўсе рэчы, якія былі тады ў тыя далёкія гады, зараз яны ўпрыгожваюць гэтыя пакоі,
На сценах вісяць цудоўныя карціны. Дарэчы, я іх бачу ўпершыню, вышытыя рукамі Галіны Кліменцівны. Я сидела у адным рэпетыцыйным пакоі з Галінай Кліменцівнай. Гэта была магутная артыстка, сапраўды з такой унутранай сілай, воляй, мужнасцю, з такімі эмоцыямі. Ну, канешне, Богом данны талент у Галіны Кліменцівны быў. Калі прыходзіла іншы раз на спектакль, спазнялася, а Галіна Кліменцівна ўжо сядзела ля люстэрка, уже там прыглядвалася да сваіх, можа, маршчынак, якія з'яўляліся. Вось вельмі да гэтага адносілася яна крытычна да свайго твару, каб усё было адмыслова. Дарэчы, яна вельмі любіла рабіць для людзей дабро вось так неўзаметку, каб на это не акцэнтавалася увага. Вельмі любіла рабіць дабро людзям. І калі я зараз праходжу па плошчы Перамогі, гляжу на гэтыя дрэвы, пасаджаныя ёю, ну што яшчэ можна сказаць? Памяць аб ёй будзе жыць. Мы будем яе помніць. У меня одна улада советская. А где она? Где? Нема? Чего? Молчи, кажу. За сыны мои воюют, дети мои воюют. Приди она, во, вернется. А коли треба, я еще и сама повоюю. Ну, тримайся, теперь, Гитлер. Пропящи, моя Полина глядет на тебя. Мне, як никому з тэатра, пашчасціла, потому что я быў з Галінай Кліменцівнай партнёрам у цэлым шэрагу спектакляў. Притым не просто партнёрам, а муж і жонка ў Паўлінцы, муж і жонка ў трыбунале, муж і жонка ў святой прастаце. Ну а так, ну просто партнёрами, так это у многіх спектаклях. І вось, што я хочу самае адметнае сказаць. Калі Галіна Кліменцівна, так сказаць, ужо роль гэта яе, калі яна поўнасцю авалодала думкамі і пачуццямі свайго персанажа, нішто яе не магло выбіць з сядла. В одной из рецензий было написано, что Галина Климентьевна Макарова – это Жан Габен у спадніцы. Як про чалавека я могу вельмі шмат эпізодаў расказаць, які чалавек Галина Климентьевна была. У вёску на выездны спектакль, трибунал привезли. Ну, пакуль приехали заранее, так это поздняя осень, там конец кастрычніка, типа на вот початок снежня. Перед клубом, ну, помнік партизанам стоит. И дети бегают вокруг. И один хлопчик, такий, годов 5, сидит без штанов, у одной кашульцы такой. Галина Климентьевна, як убачила гэта, говорит, а сыночек-то мой, а чий же гэта ты? А тут, ну, дети іншие так говорят, да это тут у нас, тут есть такая, ну, безалаберная женщина, не будем ее обзывать. И она, ах, сыночек ты мой, а ходишь ты сюда. И она забрала его до себе на руки, повела, понесла в магазин. Тут что только можно было купить. И она все купила, и там и штаны ему купила, и ботики некие, и там и рубашку, и фуфаечку некую, там все. Все это Галина Климентьевна зробила. Кто б мог еще зробить такое? Ну, может, кто и смог бы, але у данном выпадку, ну, никто же, кроме ее, не догадался про это. Приехали у Петраков, там на некалькі дзён, база у Петракове, у гостинице поселились, и рабили выезды, треба рабіць по колгасам ездить. А у Петракове проводился субботник, музыка играет, выезжать треба на выездны, все подумали, а где Галина Климентьевна? И кто-то сказал, так она же на субботник поехала. Это перед выездом на весь день. Мы тут лежим у гостиницы, отпочиваем. Такую дорогу зробили километров каля 200, покуль приехали туда. А она
после этого автобуса она с этими с петракаўцамі поехала на Суботник, приезжая оттуда и одразу на выездной. Я шмат бы мог рассказывать про всяких выпадков и здарэнняў. Вось. И нездарма вот мне хочется закончить словами Василя Андреевича Жуковского. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. А это фрагмент из «Вдов». Это мы вдвоем с Лизкой больную ворону ловим. Я помню, когда мы снимали, бедное подбитое крыло у нее было, я ее к себе, она к себе. Я говорю, иди ко мне, хорошая, я тебе крупы дам. А та говорит, иди ко мне, да родная, я тебе крошек дам. А мы с Лизкой в ссоре были. А это с комендантского часа. 10 человек у меня было деток. Это мой последний питомец, Вацик. Кормлю его. Говорю, кушай, мой хороший, кушай, мой родной. А это из фильма «Однолюбы». Вот. Но это когда я уже, значит, умираю и наказываю мужу своему. Человек умирает, а жизнь течет. «Королев я не играла», — сказала она однажды и была права. Королев она не играла, а хотела и могла бы. Очень хотела сыграть роль в исторической драме, в трагедии. Не сложилось. Королев не играла, была сама королевой на сцене. Что бы ни делала она в кино или в театре. Звездная роль Лушки в спектакле по Макаёнку Левониха на орбите. Роли в пьесах Островского, Купалы, Макаёнка, Дударева и кино «Прощание славянки», «Вдовы», «Комендантский час», «Фруза». Везде она была королевой. И неправда это, что играла она саму себя всю жизнь. Она играла жизнь, которой она жила, которой жили мы с вами, которая бурлила вокруг нас и в нас, затихала и вновь оживала. Наша жизнь такая разная. Была бы другой ее жизнь, и, наверное, другой бы запомнили мы ее на сцене. А вот в жизни такой, какой была. Широкой натуры, яркой, красивой, доброй, взрывной, порой очень одинокой и умевшей любить, не требуя ничего взамен за свою любовь. Полеводной станции с песнями и танцами молодь веселилась рой. Ой, чудные слова. Вот, Настенька, это моя молодость. Мы с тобой. Ты чахаешь Мой город в снегу, как в исподнем, опять разогнал мои сны. Я знаю, зима на исходе, я чувствую запах весны. Рассвет приближается ветром, разогнаны тучи к утру. И в небе звезда пред рассветом горит, как свеча на ветру. Все равно, где бы мы не причалили, к островам
ли сиреневых птиц к мысу радости, к скалам печали. Не поднять